Мои друзья знают, что я обожаю пить пиво Асахи. Вот в Якутске какое-то время его не было, потом опять завезли. Но вот такого я никогда не видел. Написано Асахи Super Dry Cherry Blossom. Типа вишневый вкус. Я прямо предвкушаю, как буду открывать эту бутылку и пробовать. Так, немножко взболталось. Пацан из Якутска сидит в Монголии, в корейском скверике, пьет японское пиво и делает обзор алкоголя на русском языке. Такой вот International Drink Connect. Вкус Асахи традиционного. Когда уже проглотил, во рту остается послевкусие вишни. Сегодня с братишкой договорились встретиться в Irish пабе. Там немножко выпить пивка. Именно поэтому, из-за того, что я сегодня буду употреблять алкоголь, я взять решил Асахи. До этого я пробовал корейское пиво. Оно было очень вкусное, и мне вечером было очень классно. Но на следующий день у меня было тяжеленное похмелье. Я просто помирал. Я не знаю, я хотел как-то понтануться, типа, вот, я попил классного корейского пивка, и у меня все хорошо. Но такого не произошло, я просто помирал, как в России, даже хуже. Всего лишь выпил литр тогда, и у меня была тяжеленная депрессия, мне было вообще плохо. Но это, видимо, из-за того, что я выпил прямо на ночь в 12 часов ночи и сразу лег спать. И оно у меня ночью еще бродило, наверное, не знаю. Поэтому сегодня я решил пораньше выпить пивка. Сейчас сколько? 3:30. И ближе к 4 часам вот мы договорились встретиться в Асахи. В Асахи, в Irish пабе. И я сейчас стою тут за Irish пабом, как студент, который собирается в ночной клуб, но у него денег немного. И он поэтому пошел в подик, с пацанами они там встретились, и в подике пьют из баллонов Очакова или Жигуль, или что сейчас там, какие баллоны есть. Вот. И потом приходят в клуб уже поддатые, в Дракон или в Европу, и там берут себе бутылочку пивка и тянут ее весь вечер. Типа, вот, мы нажираемся с бутылочного пива, а на самом деле, короче, дороготины обхлестались сивухой в подике. И я сейчас также обхлестаюсь Асахи с вишневым вкусом и пойду к братишке в Irish Pub через полчасика. Лучше пить немного и не часто, но зато качественного вкусного пива. К примеру, как я, который сейчас пьет Asahi Super Dry. Настроение поднимается. Надеюсь, завтра похмелья не будет. Никому пить не советую. Ребята, не пейте, это опасная тема. Смотрите, тут есть мусорка, куда можно выбрасывать мусор. Вот, надеюсь, я правильно выбрасываю. Оп. Все, выбросил. Пойдем дальше. Я люблю Улан-Батор и надеюсь, эта любовь взаимна. Как красиво, а? В магазине Nike взял себе кроссовки новые, наконец-то. И у меня, походу, размер поменялся. Раньше был 9,5, а сейчас 10. Примерил, короче, и 9,5 какой-то маленький мне показался. Давненько я не приобретал себе кроссовки. Взял Nike и Джорданы. То есть совместная компиляция компании Nike и Jordan. Такого цвета прекрасного, степного. Тренд в Улан-Баторе. Что тут написано? XDR. Durability. Durability. Jordan. Мне нравится, прикольно. Air Zoom. Вообще классно. Давно у меня Джорданов не было. Я, кстати, примерял обычный свой размер 9,5. Но мне он показался маленьким. Поэтому я взял десяточку. 10. Ее еще так долго несли, искали. Не было на складе. Видимо, разбирают. Такие кроссочки я взял. Буду щеголять. Я прямо сейчас выгуливаю свои кроссочки.
Специально подвернул, как называется, брюки, чтобы они были видны лучше. Понты дороже денег. Вот так они смотрятся, когда идешь. Очень комфортно. Кроссочки летние. Когда дует ветер, прямо чувствуется свежесть. Вообще кайф. Давно Джорданы не носил. У меня были китайские кроссочки, то ленины, то 361, или как называется правильно, 361. В новых кроссовках на меня даже девушки стали по-другому смотреть. И как будто даже голуби такие, которые клюют там что-то орешки, такие, фук, увидели кроссочки. О, круто, нифига. Крутые Джорданы. Короче, я прогуглил марка баскетболиста Джейсон Татум.